В общем, наступило время действовать в Абхазии. И в этом, наверное, все-таки мудрая и решительная женщина на этом пути идет. Это время точно настало. И ты как раз тот самый человек, чей опыт особенно ценен для нас. Я себе часто задаю вопрос, что для меня важнее? Успех или принятие того, что происходит в жизни? И когда я задумалась о том, с кем я хочу поговорить на эту тему, кто олицетворяет мудрость сегодня здесь, у нас, в Абхазии, на родине нашей, одна из первых, о ком я подумала, это ты, Иза Хагба. И хочу понять, узнать и, может быть, показать нашим женщинам, нашим людям, кто такая Иза Хагба, потому что я считаю, что в проекте о мудрых женщинах Абхазии тебе есть что сказать. И первый вопрос. Успешная женщина и мудрая женщина. Приоритеты. Кого бы ты выбрала? Или это совместимое? И почему? Ну, во-первых, спасибо за ваш выбор. Я, конечно, с большим авансом принимаю все эти слова. Успешная или мудрая? Но я бы, конечно, хотела, чтобы это было совмещено в идеале. Я люблю вообще многогранность, такую люблю, когда вообще и жизнь, и все, что я делаю, разными палитрами играет, поэтому мне сложно будет выбрать что-то одно. Скорее всего, это должно быть вместе. И еще много чего в плюс к этому. Я спросила тебя, и ты ответила. Давай повторим. Ты сказала, я точно знаю, что мудрая женщина – это женщина, которая вне зависимости от возраста смогла суммировать свой личный опыт, увиденное и прочитанное, смогла к трудностям отнестись как к урокам, чтобы стать более осознанной, уметь управлять своими эмоциями и реакциями, иметь принципы, но по необходимости быть гибкой, быть доброй к людям, созидать, а не разрушать. Ты гибкая или принципиальная? Я принципиальная, достаточно принципиальная. То есть есть какие-то вещи, через которые я не переступаю. Но для пользы дела, если это речь идет не только обо мне, а о других людях, я готова где-то смягчиться, но по сути нет, а по форме в какой-то момент я готова быть гибкой. Опять-таки скажу для дела. Если это тем более касается чьих-либо судеб, это точно так. Если это касается только меня и от своей негибкости пострадаю я, но мне очень хочется быть негибкой в этот момент, я это могу сделать, не задумываясь. А в какой момент впервые ты задумалась о том, что есть понятие судьбы, и ты стала думать о судьбах других людей? Вот ты можешь это сказать, осознать, что это произошло, когда? Нет, мне сложно сказать, что я вот прям могу, зафиксировала эту дату. То, что я есть сейчас, это сумма каких-то знаний, уроков, своих, чужих, что-то подсмотренное, что-то услышанное, прочитанное. Мне кажется, человек эволюционирует всю свою жизнь учится, и задача становиться лучше. Если этого не происходит, то это очень плохо, мне кажется, для самого человека в первую очередь. Сам человек страдает. А вот когда ты сказала, что удар в спину ножом, а что является падением? И было ли в твоей жизни предательство или преодоление таких трудностей, о которых ты сегодня можешь сказать, что я знаю, что это такое, я это прошла? Или ты стараешься от этого оградиться, и, может быть, на счастье твое, этого не было в твоей жизни? Я не могу сказать, и ты можешь говорить что... по примеру других людей? Или все-таки про себя? Нет, вот таких ударов ножей в спину я в своей жизни не ощущала. Хотя какие наши годы? Все еще возможно в этой жизни. Когда мы говорим о негибкости в каких-то вопросах,
то в этом вопросе я достаточно негибкий человек. Я очень люблю и дорожу своим каким-то внутренним комфортом, спокойствием. И я очень хочу, чтобы вокруг меня было тоже комфортно, спокойно. Я никогда не создаю не то что первой, а очень долго я могу держать ситуацию даже в каком-то коллективе, не доводя ее до сильных конфликтов. Потому что я понимаю, что любой социум, любой конфликт разрушает, и ты ничего не можешь Ты создать. боишься конфликтов? Я не хочу, чтобы конфликт мешал какому-то замыслу, какому-то делу, который, допустим, в коллективе, да, к чему мы идем. Я стараюсь не доводить до этого, я могу с кем-то поговорить, то есть медиаторство, это мне удается. Когда касается меня, если вдруг какой-то человек какое-то время испытывает мое терпение, да, и я как-то ухожу от этих ударов, и какое-то незначительное его действие, его или ее, неважно, действие, может вывести меня из равновесия, этого я уже не прощаю. То есть тут человек никаких вторых щек и вторых пощечин уже быть не может. Тут я очень жестко реагирую. В моем случае не было такого, чтобы я подставляла вторую щеку и считала, что кому-то нужно дать шанс. Если я замечаю какие-то поползновения, я очень пристально слежу за людьми, с которыми я общаюсь. Случайно сказанным словом я могу не отреагировать, но я его точно могу заметить, записать для себя, да. Я понимаю, если к чему-то такому идет, я лучше уйду в сторону. Никогда я не помню себя ни в каких разборках, выяснениях отношений и так далее. Но для меня человек перестает существовать. Может, это очень громко звучит, но это точно так. И мой самая плохая черта — я обидчивая. Возвращаясь к теме конфликтов и твои отношения с другими людьми. Центр внимания на том, что делают другие люди, или на себе, на твоем внутреннем состоянии? Где этот центр внимания? Мое внутреннее состояние важнее всего. Но если чье-то поведение как-то подшатывает мое внутреннее состояние, то центр перемещается туда, и если я это не могу скорректировать, то я я уже не иду на этот огонь, я бегу от него, скажем так. Бежишь от него. А бежишь ты от него ручку, потому что тонкая кожа, или ты все-таки с толстой кожей и можешь много чего пропустить, не принять, и это для тебя будет безопасно? Кожа очень тонкая, очень чувствительная, да, но все равно я могу это пропустить. Я уже говорила, что я обидчивая, но обиду я должна ее пережить в одиночестве, в молчании. Я должна перемолчать это одиночество, эту обиду. И вместе с обидой уходит всякая эмоция к этому человеку. Уходит обида, и уходит этот человек из моей жизни. Представляешь, ты молчишь. Да, чем я обидела? Я Тем, замолчала, что ты ушла от человека. Если человек не почувствовал, не оценил того, что я ухожу, то зачем держаться за этого человека? Может быть, он хотел как раз того, чтобы поговорить, услышать тебя. И может быть, он еще более расстроен, Мы все время говорим «он», но... Или она, да. Человек. То есть человек. Но если человек хочет поговорить, и для человека важно, что я чувствую, он или она найдут момент сказать, конечно. А ты первая можешь начать этот разговор? Я первая нет. Раньше я была уверена в том, что главное в жизни – это чтобы все было по моему плану и приносило именно тот результат, который я задумала. Сегодня я так не считаю. Вернее, сегодня я понимаю, что зачастую так не бывает, потому что жизнь дала понять правдивость высказывания, что мы только предполагаем, а Господь располагает. И не всегда мы можем желать именно то, что нам в итоге нужно. Мне кажется, это твое понимание, оно как раз и характеризует тебя как мудрую женщину, человека, который и когда надо, делает сама шаги вперед и может пойти навстречу даже тому, кто эти линии красные нарушил. Так ли это? Когда ты находишься в очень любящей семье, когда тебя опекают родители, когда они тебе
подкладывают эти подушки пожизненно, да, безопасности, тебе кажется, что, ну, вот жизнь, она вот такая, то есть тебе всегда во всем помогает. Приятная. Да, она вот такая приятная, что ты вот задумал и реализовал, и ты даже не замечаешь, что ты реализовал, потому что тебе там отсюда помогли. И если что-то было не по-моему, я вот прямо сильно ударялась в слезы, я очень расстраивалась. Я все время, почему так? Я же все сделала, я же все правильно сделала. У меня всегда вот, ну, было такое по молодости, ну, до определенных моментов. Потом, когда жизнь показала, что она может круто поменяться, и вопрос, почему не задашь, потому что, ну, никто тебе не ответит на этот вопрос. Тогда я поняла, что, ну, мы всего лишь предполагаем. Мы думаем, что мы знаем, как наша жизнь сложится. Мы думаем, что я вот маленькая была, выросла, выучилась, потом я обязательно. Я помню свое ощущение, когда я заканчивала университет. Я думала, что я так училась хорошо, я вот как бы овладела профессией, сейчас весь мир ждет меня, сейчас я вот прям выйду, и меня там, мне сразу предложат самую лучшую работу, какую я себе могу представить. Естественно, я буду прекрасно зарабатывать. Потом я по моим планам выйду замуж, рожу детей, у меня будет все, у меня будет успешная семья, я буду успешна в своей... Ну, мы же когда по молодости, по юности так себе идеально представляем жизнь, а потом раз в каких-то крупных вещах не так пошло, не так. Вот какие-то вещи ты даже сам от себя не ожидаешь. Ты их делаешь, я вообще предположить не мог, что ты можешь так круто поменять свою жизнь, какой-то вот сделать такой форсаж и развернуться в другую сторону. И тогда я поняла, что не бывает ничего по плану. У жизни есть какой-то либо свой план, либо вообще не существует никаких планов, и все идет, вот все происходит, как происходит, все случайность. У меня нет пока ответа на этот вопрос. Когда происходит такая потеря, каждый из нас проходит через потери, и ты сказала, что я больше не задаю вопрос «почему?». А какие ты находишь слова, способы, смыслы какие-то, которые приводят тебя в состояние, что завтра новый день, и надо жить, и надо что-то предпринимать? Что ты говоришь себе или что ты делаешь? Ну, мне кажется, Господь нас, в принципе, создал такими, что мы могли бы самовосстанавливаться. Если бы каждый удар, который нам приходится, да, каждый стресс, который мы испытываем, убивал бы нас без возможности регенерироваться, то, ну, мы бы очень мало жили, скорее всего. То есть это свойство организма, свойство мозга восстанавливаться, находить какие-то другие гвозди, за которые ты зацепишься, и продолжать жить. Иначе невозможно. Вот вы представьте, если бы каждая мать умирала от того, что она теряет своего ребенка. Жизнь не продолжалась бы на земле, да? А мы знаем случаи, когда матери теряли по 2, по 3, по 4 ребенка и находили в себе силы жить дальше. То есть можем ли мы вообще в сравнении с ними говорить о чем-то другом? Нет, конечно. Поэтому я думаю, что в нас это, в базовую комплектацию человека это заложено. Уметь продолжать жить, находить точки опоры, цепляться за что-то. И я тебя спросила, что изменилось в тебе и как ты изменила свое отношение. Попросила тебя назвать, какие 3 вещи, к чему изменилось твое отношение. Ты ответила, все материальное не важно. А что важно? Чувство, любовь, вот это важно. Для меня материальное, в принципе, я не могу сказать, что я была очень материальным человеком когда-либо, и сейчас вдруг сильно поменялось. Просто сейчас я еще больше стала ощущать, что это, ну, не самое главное, что это не делает тебя гарантированно счастливым человеком, это факт. Ты сказала, что одиночество, оно не страшнее страданий в семье.
Да, это точно я осознала, потому что я родилась и выросла в очень большой семье, слава богу. Ну, в моей семье, у моих родителей нас было 3 детей, я и 2 моих младших брата. Но у нас большая семья двоюродных, троюродных, с которыми мы в очень тесных отношениях выросли. То есть мы еще то поколение, которое ездило в село к бабушкам и дедушкам, оставались там. И, естественно, это очень нас сблизило на всю жизнь. Вот. И я никогда не задумывалась об одиночестве, о том, вот я уже говорила, естественно, мне воображение рисовало очень идеальную картинку того, как я проживу жизнь, вот, как у меня будет своя собственная семья и так далее. Но, опять-таки, по сумме опыта, по тому, что я вижу вокруг себя, я же уже достаточно взрослый человек, и в моем окружении много других. Я сейчас, наверное, больше буду говорить о женщинах, женщин молодых, которые сталкиваются с разными ситуациями в жизни. У нас в Абхазии принято говорить, что в Абхазии нет насилия в семьях, нет, женщины достаточно свободны. Я не считаю, что мы не свободны, это правда, но я точно поняла, что то, что сейчас у меня нет своей личной семьи, ну вот, допустим, супруга и детей, да, не делает меня такой несчастной, как я вижу некоторых женщин в семьях, у которых есть дети, есть мужья, и вроде бы картинка какая-то, да, более-менее приемлемая такая для нашего общества, но люди глубоко одиноки и несчастливы. И я и по роду своей деятельности сталкиваюсь с такими людьми. И я поняла, что иногда это не так страшно, как страдать, вот, когда у тебя есть семья. Когда я в трудные минуты обращаюсь к себе и хочу поговорить с собой, и это мне иногда кажется последнее, к чему я могу апеллировать, чтобы как-то объяснить и сохранить себя, я говорю себе: Мактиночка. А как ты себя называешь? Наверное, Изочка. Изочка. Что ты о себе можешь сама сказать? Кто ты и какая ты? Мне нравится фраза, кто-то сказал, я не запомнила кто, что человек о себе говорит должен только самое хорошее. Источник забывается, информация остается. По всей видимости, я сейчас последую этому примеру. Если говорить, кто я, в абхазской культуре не принято учить детей говорить о себе хорошо, да, вот как-то я тоже не приучена, если честно. Я человек социума, я человек, который очень любит людей. Кстати, вот люди мне отвечают взаимностью. Не бывает так, чтобы ты всем нравился, да, но я всегда говорю, что люди, которым я не нравлюсь, настолько деликатны, что они от меня скрывают эту информацию. Я им за это очень благодарна. А всем, кому я нравлюсь, я всегда готова отвечать взаимностью. Я точно миролюбивый человек, который хочет, чтобы все со всеми дружили и как-то мирно сосуществовали. Я чувствую вот свое призвание в помощи другим людям. Я очень не безразлична к чужой боли. Она меня очень трогает как свою. Это, в принципе, в последние годы, мне кажется, единственное, что меня трогает и вызывает во мне слезу, это либо уход чей-то, он не может не трогать, либо вот такая чужая боль, мимо которой я не могу пройти. Ты не сказала о себе как о специалисте в некой сфере. Вот как бы ты себя назвала с этой точки зрения? И с точки зрения образования, образованности, предпочтений. Что бы ты о себе сказала? Вот, по образованию побольше. Я филолог. Я специалист по английскому языку, литературе, по немецкому языку, литературе. Ты когда-нибудь вернешься в эту профессию? Не знаю, пока не знаю. Я уходила, я 11 лет работала в университете, преподавала английский язык. Потом я решила, что я иду на 2-3 года, немножко отдохну от студентов, от профессии и вернусь, но не вернулась больше туда до сегодняшнего дня. Главный сильный навык. Я продолжу, что из филологии я ушла
потом в бизнес. Из бизнеса я ушла в общественную работу, и сейчас у меня нет профессии, потому что я общественный человек. Не Деятель? знаю, Ты общественный прям деятель? деятель для меня громко звучит, но вот я человек, который занимается общественными делами. А может быть, это тот случай, про который говорят эксперты, аналитики, что рождаются новые профессии, названия которых еще не придуманы, но люди, специалисты, носители разных знаний, они уже есть. И ты, может быть, как раз тот человек, который принадлежит к их числу. И когда я задала вопрос о навыках и попросила тебя назвать, что ты видишь как твое самое сильное приобретение, знание, навык, которым ты располагаешь, это точно твое? Самое сильное, я не знаю, можно ли это назвать навыком, может быть, это черта характера, это не безразличие. И если ты не безразличен к тому, что ты делаешь, или к тому, что люди вокруг тебя испытывают, то ты всегда найдешь, как это исправить, как правильно к этому подойти, каких людей к этому привлечь. Мне кажется, вот этот навык у меня есть. Я вижу проблему, я хочу эмоционально, я в нее вовлекаюсь, я готова ее решать, я знаю, к кому уже в этой стране обратиться, кто лучше может с этим справиться, потому что я могу организовать. Вот организаторские, наверное, навыки у меня есть. Я могу найти правильных людей, составить с ними план каких-то действий, найти очень часто финансирование для этого. Это тоже нелегкая задача. Можешь сказать примерно, сколько контактов в твоем телефонном справочнике, в твоей телефонной книжке? Если мне не изменяет память, около 1500. А есть пятерка контактов, ну, можно сказать, самых надежных, к которым ты часто прибегаешь, или наоборот, это настолько ценный ресурс, к которому ты очень редко в самых вынужденных ситуациях обращаешься? Ну, это от ситуации зависит. Потом от того направления, в котором я работаю. Если я работаю по направлению образования, ну, или образование школьное, либо это образование, у меня там есть проекты для детских садов, для воспитателей детских садов. У меня есть там по здравоохранению проекты. Зависит от того, чем я занимаюсь в данный момент. Меняется состав этих людей, Да. в зависимости от темы. Да. Еще несколько вопросов, на которые ты попробуй ответить. Я тебе буду задавать пару, а ты выбирай. Выбрать можно только что-то одно. Хорошо. Рассвет или закат? Закат. Поэзия или проза? Проза. Кино или театр? Кино. Последнее кино, которое тебя вдохновило, впечатлило, заставило плакать, задуматься. Я очень часто пересматриваю. И совсем недавно очень был такой неочевидный, наверное, выбор для меня, неорганичный. Но я посмотрела 9 часов фильма «Крестный отец». Я поняла, что, во-первых, никогда его не смотрела полностью. И очень часто попадаются какие-то цитаты, я понимаю, что я этого не помню. Мне было так интересно, я посмотрела, впечатлилась. Ну, у нас же есть с этим тоже определенные проблемы в обществе. И я подумала, как правильно было бы молодым людям дать какие-то ориентиры, показать, как это бывает, чем это всегда заканчивается. Никогда ничем хорошим. Главная проблема нашего общества сегодня. Я, конечно, не хочу никого обижать, но и не хочу быть нечестной. Я считаю, что главная проблема нашего общества в целом – это невежество. Я сталкиваюсь с тем, что очень многие родители в силу своего невежества не дают своим детям то, что должны. Когда люди в силу отсутствия финансовых возможностей, да, это другой вопрос, я этого не касаюсь. Но очень часто родители сами не признают, потому что не понимают, потому что не изучают ту проблему, с которой они сталкиваются. Ну и дальше, если врач не умеет лечить, если учитель неправильно учит, если учитель может унизить, то есть он не понимает, что помимо знаний он должен человеку прививать какие-то базовые ценности и, как сказать, не делать ему больно, потому что ребенок зеркалит все, чему его научили. Ну и так по всем отраслям. Мне кажется, в целом мы не понимаем, что такое государство. А кто или что сегодня
может нести некий свет, чтобы преодолевать это невежество. Может быть, какие-то люди, может быть, их деятельность, и ты готова назвать этих людей, может быть, событие какое-то. Что побеждает невежество? Кто побеждает невежество? Ну, я думаю, что, конечно, это задача государства и самого общества. Государство должно очень мотивировать людей становиться более образованными, да, все для этого делать. Но и я даже не знаю, это, наверное, как-то со всех сторон должно быть. Это должно... И сами семьи должны понимать, как важно своих детей обучать. Почему все мои проекты, так случилось, где бы я ни занималась, они всегда посвящены детям. Потому что я только на них рассчитываю, если честно. Я на наше поколение уже особенно так не рассчитываю. Есть прекрасные люди, прекрасные звездочки, которые вот делают, что могут. Главный проект, может быть, он был очень трудным, а может быть, он легко реализовался, но которым ты гордишься. Я очень горжусь вот тем, что я сопричастна с тем, что делает культурно-благотворительный фонд Ашана, который занимается здоровьем тяжелобольных детей. Да? Я там являюсь руководителем попечительского совета уже очень много лет, и я знаю, чем эта команда занимается, и для меня большая вот честь стоять рядом с ними и вот заниматься этим направлением. Один из таких главных проектов, который вызвал у меня много эмоций, это, наверное, диспансеризация, которую мы 2 года совместно с Министерством здравоохранения проводили в отдаленных сельских школах. И они даже не понимают, как это важно, что может быть, вот если вовремя не обратиться к врачу. И я подумала, что было бы хорошо сделать такой проект для людей, которые не знают и которые не могут, даже если они знают, просто в силу отдаленности, в силу финансовых сложностей. Мой проект был поддержан нашим руководителем Усуекзековым, и мы совместно с Минздравом 2 года занимались этим. Мы, конечно, много чего находили. Я горжусь этим, потому что было много чего родители не знали, что они впервые узнавали на этих наших выездах, и потом делали операции, помогали своим детям. В ходе нашей беседы ты несколько раз сказала, что крайне важно, чтобы и люди, и государство понимали, что делать и к чему стремиться. Государство в лице каких-то своих представителей, оно видит, оно отмечает тебя, твою работу, ценит. Вот как ты ощущаешь это? Ну, любая деятельность в школе, она невозможна без органов государственной власти. И я считаю, что если нас допускают, мы же всегда, прежде чем какой-то проект реализовать, вот я его придумала, ну мало ли, что я себе придумала. Изочка, это да. я все поняла. Да. Я про другое. Как государство видит, отмечает, бережет, дорожит тобой. Да или нет? И в чем это выражается? Государство сотрудничает со мной. Вот, больше других каких-то... Оно тебя никак не отметило? Как оно могло меня я не знаю отметить? как. Может быть, тебя куда-то пригласили и сказали, у нас есть такой человек. Мы благодарим тебя, Иза. И как-то наградили. Оно же, государство награждает других людей как-то. Правда? Нет, такого Вопрос. не было. Тебя ни разу за все эти годы не поблагодарили, не наградили, не отметили никакими ведомственными, там, я не знаю, знаками отличия, наградами? Нет, ну я не думаю, что пока я на знаке отличия наработала, поэтому все еще впереди. Это не из скромности, я правда так считаю. Ты действительно скромная. Выводы делать нашим зрителям. Аромат духов или аромат вкусного кофе? Что ты выберешь? Я не пью кофе, но я невероятно люблю запах кофе. Но пить его никогда не пью. Что ты выбираешь, танцы или прогулка? Танцы. Танцы. Обожаю танцевать. Абхазские современные? Любые. В детстве ходила на абхазские танцы. Вот, всегда любила современные танцы. У меня даже в школе был свой ансамбль по хип-хопу, между прочим. И мы выступали, ну, послевоенные годы мы выступали в городе, для инвалидов выступали. В общем, вот такое было. Я очень люблю танцевать. И сейчас при первой возможности в любой компании я иду танцевать. Да. Я с тобой, Изочка. Танцевать не умею, но я с тобой. Бодрящий душ или расслабляющая ванна? Бодрящий душ. Море или горы? Горы. Последнее время горы. В детстве очень любила море, сейчас между нами холодок. Я вот очень люблю в горы, езжу на Ватхару ежегодно, в походы хожу.
очень это люблю. Время года весна или осень? Весна. Два совершенно разных человека, две женщины, выдающиеся, возможно, два разных образа. Дженнифер Лопес или Адель? Одну, ну давайте Дженнифер Лопес. Почему? Ну, во-первых, она красивая женщина, она энергичная, и она, и Адель красиво поют, но Дженнифер еще красиво двигается, танцует. Ты про говорить или слушать? Ой, одинаково хорошо и то, и другое делаю. С удовольствием причем. Слушаю людей, потому что, вот я уже говорила, я очень много анализирую, присматриваюсь. Ну, наверное, даже больше слушать. Вчера или завтра? Завтра. Почему? Ну, потому что впереди только самое лучшее. Бокал вина или стакан сока? Стакан сока. Скромность или решительность? Если говорить о себе, А тебе? обо мне, но давайте все-таки решительность. С годами я больше к этому прихожу. Мечтать или действовать? Действовать. Я не мечтательный человек. У меня все время с моими друзьями, часто с некоторыми есть разговор о мечтах, и они всегда расстраиваются, потому что я говорю, что у меня нет мечты. У меня есть какие-то желания, а вот такого заветного, вот какой-то такой мечты, которой бы у меня ее нет и никогда не было. И это время решительных женщин, мудрых женщин, которые действуют в Абхазии. И у нас в гостях сегодня Иза Хагмат. Когда-то я запомнила фразу, которая была у Фазиля Искандера, о том, что делает человека счастливым. Привкус печали в радости и печаль, смягченная юмором. То состояние, которое и определяет счастье. Примерно так было у Фазиля Искандера. И я хочу сказать, что эта встреча сегодня с Изой, она как раз и подтверждение того, что делает и меня счастливой. И послевкусие от этой встречи, оно продолжается. С мудрой женщиной хочется идти дальше вместе по жизни.